الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и мертвит, будучи мусульманами, со словами «Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулюллах». По милости Аллаха мы еще раз снова встретились с вами в доме Аллаха. Это милость Аллаха, за которую мы Его должны благодарить. И сегодня хотел бы рассказать одну историю, которая приводится в Сахих Бухари, да, как Аллах Субханаху ва Тааля испытал 3 людей. Это прокаженный, лысый и слепой. Да? То есть многие из вас знают, но здесь я хотел просто напомнить. Почему? Потому что ан-насиха ваджиб ли кулли муслим. Напоминание, насихат, да, наставление является ваджибом для каждого из нас. И вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля ангела в облике человека отправляет к первому человеку, который болел проказой. То есть у него все тело было прокаженное в болячках, да, и от этого люди отворачивались от него. У них появилось вот отвращение. И этот ангел задает вопрос: что бы ты желал больше всего? Что ты хочешь? И этот человек говорит: я хочу, чтобы мое тело, моя кожа была красивой, чтобы люди от меня не отворачивались, не шарахались, да, от испуга. И ангел, прикоснувшись к нему, Аллах Субханаху ва Тааля ему возвращает красоту. То есть он становится красивым. И ангел задает вопрос: а из имущества что ты хочешь? И он говорит: я люблю верблюдов. И Аллах Субханаху ва Тааля дает ему, да, верблюдицу, которая должна вот-вот родить. И этот ангел говорит: будь благодарен, и пусть Аллах даст тебе баракат вот в этом имуществе. И уходит. Приходит ко второму, который был лысый. Лысый, да, и от этого люди тоже от него отворачивались. И этот ангел задает вопрос: что ты хочешь больше всего? И этот человек говорит: я хочу красивые волосы, чтобы люди не отворачивались от меня. То есть каждый человек нуждается в общении. Но вот эти люди от них держали на расстоянии. И ангел, прикоснувшись к нему, Аллах Субханаху ва Тааля возвращает ему волосы, красивые волосы. И ангел задает вопрос: а из имущества что ты хочешь? И он говорит: я люблю коров. И Аллах Субханаху ва Тааля дает ему корову, которая только вот-вот должна родить. И ангел говорит ему: будь благодарен, и пусть Аллах даст тебе баракат вот в этом имуществе. Идет к третьему, который был слепым, и задает ему вопрос: что бы ты желал больше всего на свете? И этот человек говорит: я хочу видеть людей, хочу видеть красоту, которую создал Аллах Субханаху ва Тааля. И ангел, прикоснувшись к нему, Аллах Субханаху ва Тааля возвращает ему зрение. И ангел задает вопрос: а что же ты хочешь из имущества? И он говорит: я люблю овец. И Аллах Субханаху ва Тааля дает ему овцу, которая вот-вот должна родить. И ангел, так же, как и остальным, говорит: будь благодарен, и пусть Аллах даст тебе баракат. То есть вот это твое имущество будет благословенным. И уходит. Через некоторое время Аллах Субханаху ва Тааля каждому из них дал баракат. У первого стало
целое стадо верблюдов. У второго стало целое стадо коров. У третьего целое стадо овец. То есть Аллах Субханаху ва Тааля дал. То есть мы из этого вот уже здесь понимаем то, что если Аллах Субханаху ва Тааля захочет, Он дает. Он аль-гани, Он самый богатый. Кому хочет, дает, а кому не хочет, не дает. И даже может забрать. И Аллах Субханаху ва Тааля решил этих троих испытать. Опять отправляет ангела к первому человеку, но уже в облике, в котором был этот человек раньше. То есть прокаженный такой, да? Прокаженный, неприятный. И этот ангел говорит первому человеку: я путник, у меня закончились средства. Я сначала обращаюсь к Аллаху, потом к тебе. Дай мне одного верблюда, чтобы я мог закончить свое путешествие. И этот человек говорит: нет, я тебе не могу дать. У меня очень много расходов, у меня очень много долгов. Не могу. И тогда этот ангел говорит: тот ли ты человек, который когда-то был прокаженным, еще когда-то ты был нищим, и Аллах Субханаху ва Тааля тебе все это даровал? И этот человек говорит: нет, ты ошибаешься. Я никогда не был прокаженным, как ты. И все это мне досталось от моих отцов по наследству. И тогда ангел говорит: если ты врешь, пусть Аллах Субханаху ва Тааля тебя унизит и вернет в такое же положение. И уходит. Придя ко второму, который был когда-то лысым, да, ангел приходит в таком же виде, вот неприятный. И этому человеку, который когда-то был лысым, тоже ему тоже неприятно с этим ангелом разговаривать. Да? И ангел говорит: я путешественник. Я путешествую, у меня закончились средства. Я сначала обращаюсь к Аллаху, потом к тебе. Помоги мне закончить мое путешествие. Дай мне одну корову. И этот человек говорит: нет, не могу. У меня очень много долгов, очень много расходов. И ангел говорит ему: ты не тот ли человек, который недавно был нищим, у которого не было ни слуг, ничего, и с тобой даже люди не общались? И этот человек тоже говорит: ты ошибаешься, нет, я не был никогда таким. И это все мне досталось от моих отцов по наследству. И тогда ангел говорит: если ты врешь, пусть Аллах тебя унизит. И уходит. Придя к третьему, который когда-то был слепым, ангел приходит в таком же состоянии и обращается к ним и говорит: я путешественник. У меня закончились средства. Я вот в таком положении, в котором ты меня сейчас видишь. Помоги мне закончить свое путешествие, доехать до дома. И этот человек говорит: когда-то я тоже был в таком же состоянии, как ты сейчас. То есть я тебя понимаю. Из-за этого сколько тебе надо, сколько тебе необходимо, чтобы закончить свое путешествие, бери. И ангел, услышав эти слова, говорит: мне от тебя ничего не надо. Меня послал Аллах, твой Господь, чтобы тебя испытать, чтобы тебя проверить. И ты прошел это испытание. А до тебя двое товарищей этого испытания пройти не смогли. Видите? И это вот один пример. И у нас в жизни то же самое. Бывает, человек копит, строит, но в один момент
он все это теряет. Теряет. Почему? Потому что все, что мы приобрели, все, что мы имеем, это Аллах Субханаху ва Тааля нам дал. И мы, конечно же, Его за это должны благодарить. Быть благодарными, помогать другим, а не проявлять высокомерие по отношению к другим. Смотри, ты какой, и я какой. Это ведет к высокомерию, а высокомерие может привести к неверию. Как это произошло с фараоном. Он сказал: «Ана раббукумул а'ля». Я ваш наивысший Господь. Видите? Аллах Субханаху ва Тааля дал ему власть, имущество. Но он, имея эти блага, которые Аллах Субханаху ва Тааля ему дал, он ими неправильно воспользовался. Из-за этого мы тоже должны размышлять, думать. Аллах нам каждому дает по-разному. У кого-то есть здоровье, у кого-то имущество, у кого-то дети. Но нам в судный день помогут только что наши благие дела. Из-за этого давайте стараться, стремиться по мере возможностей получать милость Аллаха и их тратить. Если мы будем это правильно использовать, просить у Аллаха, то тогда Аллах Субханаху ва Тааля нам в этом мире даст, мы будем счастливы, и дай Аллах, чтобы Он ввел нас в райские сады Фирдаус, в котором мы будем находиться вечно. Субханаллах бихамдик, шаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакум Аллах. الله أكبر الله أكبر الله